Махмуд Эсамбаев – человек-легенда, человек-эпоха. Титул короля танца плотно укрепился за ним, и более 60 лет он гордо и с достоинством носил эту корону. В его исполнении сам танец получил несколько иное содержание. Артист как бы раздвинул его рамки. Не случайно его танцы называют новеллами, поэмами и даже танцевальными драмами. Получив всевозможные международные и всемирные премии и признания всего мира, он стал невероятно популярен, и благодаря ему и его фразе «Я чеченец из Грозного, из Чеченской республики» мир узнал о том, что есть маленькая горная Чечня, родина гениального дарования. О нем, о чеченце из Грозного, наше повествование. Как каждый горец, так сказать, да, он ко всем обращался без отчества, да. Он там, допустим, он мог Горбачеву сказать: Миша, ты там, да, допустим, или там, вот. И я не знаю, встречался с Брежневым, но я думаю, что всех министров наших он называл на «ты», это 100%, понимаете. Я запоминаю одну историю, она не очень обидная, наверное, для чеченского искусства, но когда он повздорил с министром культуры Чечни, мы сидели где-то за столом в Грозном, да, и министр говорит: почему ты так ко мне обращаешься, я все-таки министр культуры. Он сказал: послушай, вся культура твоя – это я, сказал. Да? Вот. Но на самом деле он был великим человеком, он шел впереди своего времени, он шел как паровоз, так сказать, впереди всего искусства нашего отечественного. Я не говорю чеченского искусства, а вообще отечественного искусства. Он народил новый жанр. До него не было вот этого. Моисеев, допустим, да, это танцы народов мира, это ансамбль. А он один выходил и танцевал вообще, передавал всю палитру, так сказать, да, вот жизни иностранной. Вот по нему можно было понять, как вообще живут там в Ирландии, как-то, какие танцы, какая культура, какие наряды, какой этнос вообще он несет в себе. Вот это было, конечно, уникальным в его творчестве, и, наверное, именно это и определило его большой-большой успех. В Москве мы встречались с людьми, близко знавших Махмуда Эсамбаева. Каждому из них есть что рассказать о нем. Они могут часами рассказывать об артисте, вспоминая все новые и новые подробности общения с ним. И чем больше узнаешь о нем, тем загадочнее становится его образ. О его гениальности сказано много, о том, сколько добрых дел творил, тоже. Как найти слова, чтобы рассказать о нем, о нашем Махмуде? Все слова кажутся ничтожными по сравнению с его величием. Вот интересно, мужчина плачет или нет? Вообще, как воспринимает традиция чеченская плачущего мужчину? Ну, бывают слезы очень достойные, я вам скажу. И почему я спросил об этом? Мы летели с Махмудом на юбилей Паллада Бельбюль-Оглы в Баку. Впереди в самолете сидел Кобзон и Лещенко, сзади мы с Махмудом. И вдруг Махмуд уронил просто голову на плечо и стал плакать. И плакал так тяжело, очень какие-то горькие слезы были. Вот вы говорите с достоинством, когда бомбили центр Грозного, и полностью был разрушен дом, в котором он жил. И эта фраза меня так сильно кольнула, когда он сказал: «У меня нет прошлого». Я подумал, действительно, как страшно быть человеком без прошлого. Когда ты жил, что-то делал, и все это потеряло смысл. Потому что эти мелкие детали, статьи из газет, фотографии, какие-то рисунки, какие-то письма, все исчезло.
Шла война. На фоне всеобщего линчевания чеченцев, чествования Махмуда в столице и открытия звезды на площади перед Государственным концертным залом «Россия» кажутся чем-то нереальным. Но это все же происходит. Его высокое искусство и тут оказалось вне времени и пространства, вне войн и пожарищ. Оно по-прежнему объединяет людей разных конфессий и вероисповеданий, людей, представляющих разные народы. Его доброта, готовность прийти на помощь каждому, кто в этом нуждается, притягивала к нему людей. И к нему шли, потому что он зачастую был последней инстанцией, последней их надеждой. Кто бы ни позвонил, он бросался помогать. Понятно, достаточно было одного его авторитетного звонка, чтобы решить проблему людей, которые бы никогда не смогли что-то изменить в своей жизни. Он мог одним звонком изменить в лучшую сторону жизнь людей. И они шли к нему косяками. Просто бесконечный поток людей. Сегодня, видя, как чеченский президент Рамзан Кадыров буквально отстаивает, возрождает социальные институты в республике, вспоминаешь те времена, когда Махмуд, будучи депутатом Верховного Совета СССР, буквально пробивал вопросы строительства, особой гордости чеченцев аэропорта, стационарного цирка, 4 детских больниц в Грозном. Все те необходимые объекты жизнеобеспечения. И думаешь, как невероятно горд и счастлив был бы Махмуд, видя наши достижения, видя работу нашего президента, ведь он и сам был неутомимым тружеником и любил тех, кто умеет трудиться. К тому же он был невероятным весельчаком. Даже самые тяжелые моменты своей жизни он любил романтизировать и подавать их с юмором. В советское время все депутаты Верховного Совета, это было нелепо сидеть в головных уборах на заседаниях. И в советское время чеченцы послушно снимали свои папахи и сидели, как все, не только чеченцы, все кавказские, для которых головной убор не снимаем. Все следовали общепринятым советским правилам. Он был единственным человеком, который сидел в этой своей огромной папахе. Но это обсуждалось, как-то третировалось? Нет. Махмуда вообще в советское время, да и в постсоветское время никто никогда не обсуждал, потому что это был эталон, символ. Это как нечто такое, как какое-то божество, которое невозможно обсуждать. О чем говорить? Это просто был Махмуд Эсамбаев, и все. Он умел возвыситься над любой ситуацией, которая складывалась вокруг него. И вы, наверное, помните, в 1991 году, когда тогдашним руководством ичкерийским было предложено ему занять пост министра культуры, люди, которые собрались на встречу с Махмудом Эсамбаевым, начали очень недостойные вопросы ему задавать. И он очень коротко ответил о себе: «Я Махмуд Эсамбаев», и ушел оттуда. Конечно, для нас, именно для культуры Чеченской Республики, если бы тогда он был бы назначен министром культуры, он мог бы сделать очень многое, потому что Махмуд Эсамбаев во всем мире имел авторитет. Тамерлана Нукзарова знают и помнят в Чеченской Республике. Однажды за кулисами Грозненского цирка появился Власов в сопровождении Махмуда Эсамбаева. «Этот парень, — указал Махмуд на Тамерлана, — достойно представляет нашу республику. Надо бы отметить его». Власов посмотрел на Махмуда и кивнул. И в тот же день подписал указ о присвоении 6 джигитов звания народных артистов Чеченской Республики. Я пошел к министру культуры, тогда Татаев был. Я говорю, ингуш, я говорю, должен то-то сделать. Он мне говорит, молодой человек, говорит, у нас богатая республика. И, говорит, мы сами сделаем. И вдруг в обком партии меня вызывает Боков. Хаджибек Хакяшевич. Вызвали меня, и там сидит. И он на меня посмотрел, если, говорит, этого парня обидеть, то, говорит, меня обидеть. Вот с этой секунды начались джигиты Чечено-Ингушетии. Ирина Аллегрова, Лев Лещенко и другие звезды российской эстрады исполняют песни известного поэта-песенника Юрия Гарина. Дружил он и с Махмудом. Это не рассказать, это фейерверк. Когда появлялся Махмуд, то уже никому рядом делать было нечего. Мы очень дружили с ним, очень дружили, и его нету, жизнь такая. Ну, что поделать, время пришло. Но это был человек, о котором я могу говорить, знаете, задыхаясь. Я могу говорить много и долго. Но поскольку у нас мало времени, я скажу, что мне его очень не хватает.
И вообще таких людей, наверное, сегодня не хватает. По его широте, по его красоте. Когда он выходил на сцену, это был Бог. Ведь тогда такого, как Махмуд, не было. Было много артистов, которые балетные артисты, но такого не было. Он был один, понимаете? И когда мы встречались в концертах, я его объявлял. И естественно, что я никогда не уходил за сцену, стоял за кулисами и смотрел. Есть мастера, в чьей жизни, как в капле воды, отразилось величие счастливых перемен, которые выпали на долю народа, чья творческая биография могла состояться лишь благодаря этим переменам. В чем же секрет его успеха? Чем пленяет, чарует его искусство не только яркой красочностью, изобразительностью, чей бы танец не исполнял артист, он умеет рассказать о самом главном, что волнует людей, живущих на разных континентах планеты. О счастье и радости, о тревогах и горестях, о сбывшихся надеждах и утраченных иллюзиях. И это от того, что танцовщик, щедро одаренный музыкальностью, пластикой, владеет еще и тайнами искусства драматического танца. Хорошо танцует. Звезда Махмуда поднялась над землей 60 лет назад и светила миру, светила культуре, светила добру, светила всему человечеству. Махмуд – сын чеченского народа. Махмуд – сын России. И это неправда. Махмуд своим талантом, своим великолепием, который рождается, говорят, талант певческий, рождается 1 на миллион. Талант. Талант танцора рождается не чаще, чем 1 на 50 миллионов. И Махмуд родился талантливым, но по той работоспособности, по тому совершенно невероятной силы желанию служить искусству, служить своим танцем всему миру, он стал принадлежать всему человечеству. И такой наш Махмуд. Другого нет, другого не будет. Мы с ним, мы счастливы, что жизнь наша многих-многих поколений шла вместе с красотой его творчества. Ты сегодня стоишь перед нами гордо, стройный, молодой, красивый. Я могу сказать по-чеченски: Махмуд, ты настоящий стег. А стег, если кто не знает чеченского языка, поясняю, стег – это настоящий мужчина. В Москве, тяжело больной, узнав о том, что ему прочат последний приют на Новодевичьем кладбище, Махмуд выражает свою последнюю волю в присутствии своих племянников, генерала Аслаханова, Хасбулатова Руслана и других. «Хочу, чтобы меня похоронили в Атагах, в моем родовом селе». Исполнение своей воли он возложил на своих племянников Абдулу и Саида Исамбаевых. Когда умер Исамбаев, военные действия все еще шли в Чеченской республике.
Было решение правительства Москвы похоронить его на Новодевичьем кладбище среди тех, кто оставил заметный след в истории России. Но по настоянию родственников он был похоронен в мусульманской части Даниловского кладбища. Наверное, недалек тот день, когда будет исполнена и последняя воля великого мастера. Умер он в последний день месяца Рамадан, самый святой месяц. Вот. И в тот вечер, когда он умер, сейчас я вспоминаю, звонили вместо того, чтобы поздравить, вот столько звонков нам поздравляли с окончанием месяца Рамадан, но столько звонков все спрашивали, а правда ли это Москва передавала, что Махмуд Эсамбаев скончался. И вот так, где похоронят, как похоронят, куда идти выражать соболезнования и так далее. Ну, мы уже сразу, Руслан поехал туда, к его племянникам, узнал все, уже приехал. Мы объясняли, где его будут готовить. Вот у этих его двоюродного брата сыновья, Абдулла и Саид. Вот у них его, значит, подготовили. Когда вечером вернулся оттуда Руслан, он нам сообщал по телефону, как что. А когда он вернулся, он сказал, что завтра до 10 часов будет прощание с ним. Я тоже еще тогда в Москве, а почему цветы приносили, а почему то. Я бы не хотел так, да, нас и не похоронят так. С такими почестями. Действительно признанный человек, и похоронили достойно. И умер он, самое главное, и умер он в последний день месяца священного Рамазана. Вот это я считаю знаком. Сегодня, когда все перипетии последнего десятка лет уже позади, у нас появилось время по-новому переосмыслить все, что связано с ним. В Подмосковье в Одинцовском районе открыт памятник Махмуду Эсамбаеву, хотя он заслуживал того, чтобы этот памятник стоял в центре Москвы и в центре Грозного. Но все это еще будет. А нам сегодня остается его наследие, его имя, которое нужно беречь. Mahmud Lelin bol çunyak bayınçağılıyta işte sözdetin ütse üyüş bol gerger bol gerger boç yani çat sunş liloş bol na царь liloş шаломош чат söylete çun sözdetin Всемирный благотворительный фонд имени Махмуда Эсамбаева. Алшу çu Lelin nagvay qom gılq gulqdek iza alşdeş iga goyça yo берж подросткового от 6 до 20 лет 300 с лишним тысяч берчак благотворительный фонд. Это международный фестиваль проводим, связано именно таланты юного дарования уж направления в Mahmud Vayn derik dünyanın övüştük var. Derik dünyanın şavözüne aşı vayqam derik dünyanın vozitlik var. Mahmud son haytrah. Нахан вич антвацер. Учредитель наградою и первой наград номером 01 президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров Цунель вручительный Дайлмова. Он дал человек оман сагатеш, человек ом бал телет и даквеш, дал декилу даван, бакдуня даван амат ажау, цунтяй она санчакош Рамзанов. Исследуя материалы об Эсамбаеве, узнали о том, что в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» выходит книга о Махмуде. Кстати, это второй чеченец, попавший в эту серию. Первая была о шейхе Мансуре, и это отрадно. Первая книга о нем вышла еще в 70-х годах. Друг Махмуда Эсамбаева Руслан Нашхоев писал ее, консультируясь с Махмудом. Вышло в свет новое издание, которое подготовил друг и соратник великого артиста. В Чеченской Республике она оценивается неоднозначно. Наверное, какие-то личные фотографии было лучше не печатать. Но есть и слухи, которые откровенно обескураживают чеченцев. Рассказы о том, что Махмуда воспитывала мачеха-еврейка, не являются правдой. Он любил драматизировать и зачастую рассказывал небылицы просто, чтобы развеселить друзей и окружающих. Махмуд долго был космополитом, он был интернациональным достоянием в силу своего искусства. Но мы, чеченцы, живущие на чеченской земле и кровно связанные с ним, знаем, что его образ был ярким и чистым. И со временем все это приобретает более четкие контуры. Книга сама, она очень эффектная, в твердой обложке, с цветными фотографиями. Там довольно много интересного. И есть интересные фотографии, но, к сожалению, она имеет серьезные недостатки. И главное из них, что сам образ Махмуда, человека изящного, красивого, высокого,
всегда в чеченской папахе, всегда в элегантном костюме европейском, галстуке. Вот этот образ, он с первой, прямо с обложки, он испорчен. Он лживо разрушен, лживо подан, потому что в домашнем халате на голую голову, которого никогда не одета, маска, одета корона, это получается как бы, клоунская одежда, а он был совершенно другого образа человека. Как быстро годы, увы, летят, и ничего не вернуть назад. Текут, как в горной реке, вода, наши года. Я озвучил вот это предложение о создании театра танцев народов мира имени Махмуда Эсенбаева. Нашему президенту понравилась эта идея, и я искренне надеюсь, что эта идея будет воплощена в жизнь. Имя Махмуда нам поможет именно в этом направлении опять ярко вписать танцевальное искусство в страницы мировой культуры. Потому что в свое время этого уровня достиг Махмуд Эсенбаев. И за его именем продвинуть в его же направлении, в эстрадном направлении исполнения сольного танца и танцев народов мира, я думаю, это будет яркая, красивая страница в мировой культуре с участием именно этого театра. Он очень любил жизнь, очень любил друзей, очень любил своих коллег, всегда помогал всем. Понимаете, вот человек пассионарный такой, человек, который, я еще раз повторюсь, представлял вообще лицо всего Кавказа, особенно Северного Кавказа, конечно. Я знал, что шей долго ободилась, совязно, что шей долго я знал, что шей долго ободилась, совязно, что шей долго